bir oy күні-түні репетициялар безнең булды. Әмма дә ләкин бүген безнең өчен бик зур вакыйга, чөнки бүген тарихи вакыйга. Без бергә композитор белән, Ринат Харис белән, режиссер, бөтен зур команда белән бик зур эш эшлибез. Бүген тамашачыга беренче татар мюзиклын тәкъдим итәбез. С национальным репертуаром мне доводилось иметь часто дело. Особенности есть всегда, понимаете, если мы ставим французскую оперу, тоже есть свои особенности, если мы ставим итальянскую оперу, тоже есть свои особенности, если русскую оперу, тоже свои особенности. Поэтому все, что связано так или иначе с какой-то этнической составляющей, всегда имеет свои особенности в целом, но, вернее, в частности, а вот в целом как раз все жанры подчинены единым законам. И главное из них когда-то сформулировал Дени Дидро, который сказал, что все жанры хороши, кроме скучного. Я 15 лет в этом году, как я работаю в Казани. За это время было всякое. Вот. Хорошего было больше. Вот. Я привык доверять этому городу, я его полюбил. И поэтому с огромным удовольствием. Я не считаю себя здесь чужим. Уж не знаю, как себя считаю здесь, как меня считает этот город, понимаете. Но город для меня не чужой. Вот. И я с удовольствием говорю слоган, который девиз этого спектакля. И мой девиз в процессе работы этого спектакля. Мина шанам сенасер для Казани. Вот. Поэтому я, так сказать, верю в Казань, и поэтому я взялся ставить за этот спектакль. Мне хотелось об этом сказать людям. Если все произойдет так, как мы хотели, без каких вот то ни было неожиданностей, потому что этот високосный год все время приносит какие-то сюрпризы, понимаете. Я бы хотел, чтобы этот спектакль, который состоялся несмотря ни на что, он идет уже в последний месяц этого года. Мы знаем, что високосный год напоследок всегда преподносит какие-то сюрпризы. Я вообще всегда не был суеверным человеком, но теперь я уже ни во что не верю, поэтому за Николая Путуфу. Вот, чтобы ничего не произошло и сейчас. Я верю в Казань. Я верю в наш золотой котел. Ну и я верю в ребят, с которыми мне приходится работать. Потому что команда подобрана блестящая совершенно. Это, к слову, о том, что все спрашивают, а почему такая солянка сборная? Потому что собрали всех, кто может, самый лучший. Мы с этими ребятами, с моими коллегами вместе учились в консерватории. У нас никаких проблем не было. И проблем того, что мы друг друга не понимаем или мы друг другу не подходим, такого не было. У нас общая команда. Мы изначально начали работать, и все, вот спектакль наконец-то готов. Эта работа совпала на тот период вот этой жесткой пандемии, когда мы все сидели по домам. И меня это спасло. Меня это спасло от уныния. Кто-то сказал из мудрых, что как бы работа – это лучшее лекарство от депрессии. Я вставал в 7 утра, и я понимал, что к 7 часам вечера мне нужно отчитаться к режиссеру, что я сделал, что я написал, поэтому это очень плотная работа вот именно протекала в этот период времени. Я с нетерпением жду этой премьеры. Наши репетиции «Благо дела» проходили, конечно же, офлайн, как сейчас это говорят, но партии учили мы тоже дистанционно. Нам всем Эльмир Низамов выслал наши партии, мы учили, потом уже приходили, занимались с концертмейстером и работали над ролью. Сам я родился не в Казани. Я помню, я приехал в Казань в 19 лет уже взрослым человеком, отдающим себе отчет вообще, что происходит. И за эти годы Казань стала для меня родной. Я помню, когда я впервые увидел татарские вывески на улице, я понял, что на родном языке можно разговаривать не только дома, а что город может жить на твоем родном языке. Я очень сильно полюбил этот город. И для меня этот Казань — это признание любви этому городу через либретто, через музыку, через всю эту историю. И все наши солисты, они все родились не в Казани. Но мы все приехали сюда, и как вот в котел закладывается какие-то там продукты, и чтобы приготовить тот же самый плов. Мне кажется, это вот мы этим произведением готовим. Мы показываем, какой наш город, что он кипит благодаря прекрасным людям, которые здесь живут, пусть они и не здесь родились. Вот это признание любви города. Еще один вопрос такой шуточный. А ипотеку закрыли? Закрыл. Лавашка. Да. Сегодня опубликовали эту историю. Закрыл. Менә нинди кыенлыклар белән син очраштың әлеге менә мюзиклны куйганда, рок-операны куйганда нәрсәләр кыен булды һәм ничегрәк җиңеп чыктың син аларын? Нинди генә спектакль булмасын, операмы, мюзиклмы, кыенлыклар әлбәттә бар. Ансы үзебезнең кухня. Аралашып инде бөтенебез дә бер гаилә булдык. Менә шулай бер гаилә булмасаң, әлбәттә берәй-бер дә килеп чыкмый. Я вам так скажу, я из зала еще спектакль не видел, потому что я постоянно на сцене, да. И у меня друзья приходят, и когда репетиции, когда сдача, они все сказали, все супер.
все нам понравилось, поэтому я в какой-то мере я спокоен за спектакль. Но сегодня вот зритель уже увидит в премьере спектакль наш, и мне кажется, зритель как раз и оценит. Я хочу, чтобы этот спектакль, не знаю, вечно чтобы был в репертуаре театра, потому что этот спектакль заслуживает этого.